Более 1280 гектаров площади сельскохозяйственных угодий, в том числе и тысячи предназначенных для пашни, 200 гектаров пастбища и для сенокоса 80 гектаров. Махмуд Али Калиматов ознакомился с деятельностью ГУПа «Магаз» в сельском поселении Сурхахи, основным видом деятельности которого является растениеводство и садоводство. Акцент в этом году в хозяйстве был сделан на картофель. Здесь посадили элитные сорта, чтобы в следующем году иметь свои семена. Картошка. А сколько предполагаешь? Я получил где-то 30 тонн. 30 тонн. Молодец, квартал. Это тоже наш? Да. И это ваш? Вот сколько, когда она еще вырастет? Это поздний сорт. До 70 рублей килограмма. Квартал, ёхкаш. Мы должны сами посадить, и каждый на своем участке посадить. Вы беш квартал хули, харцем хули, морковь хули, кабуц. Вы из квартала, есть вынес. Хожу я на тем более беш ачебян. Ханс квартал даю, вождер дадой, мах абабывы. Я дух я хождил дацвы. Элитный картофель для Азии. Элитный есть. Счет Яре. То есть, если семена с этого можно сделать, да? Апробацию сделать и сразу. На 2 года хода еще. Семена мы сохраним. Далее Махмуд Али Калиматов осмотрел территорию ИП Албаков Вахид Хусейнович. Общее количество земель сельскохозяйственного назначения насчитывает 125 гектаров, 115 кукурузы, 10 гектаров чеснока. По данным Минсельхоза региона убрано 3 гектара чеснока. Здесь создано 20 сезонных рабочих мест. Потом это все ложится на склад, обрезается, сортируется. Ну, понятно. Ваш задоволен, хам? Беркеты хамдат, что аж Бог. У вас есть где чеснок хранить, да? Конечно, да. Они проветриваются такие, да? На 8 тысяч тонн складывается. На 8 тысяч тонн. Кроме того, в плане главы Ингушетии был отмечен ГУП «Атлас». Всего посеяно овощей открытого грунта 12 гектаров. Из них по 5 гектаров на лук и морковь. Махмуд Али Калиматов напомнил, что добросовестным фермерам и руководителям ГУПов будет и дальше оказываться поддержка со стороны государства, отметив, что благодаря этому уже удалось добиться положительных результатов в развитии отрасли. Я сказал, кто работает, помогать будем 10 раз больше. Кто там хочет вот так вот тяп-ляп, мы берем и передаем другому фермеру. Кто работает. Кто работает, да. И все. Тут вопросов нет. По итогам, вот осенью я говорю, проведем, я лично сам буду присутствовать, поощрим, кто хорошо работает, всем объясним. Ну, зерно у нас достатки, достатки, кормовая база, да? Да. Я же не просто эти земли сказал, отдайте под грунтовые, значит, выращивать нам овощи. Потому что людям, Ярмычарье, из Ингушетии, переориентируйте ГУПы, КПХ, у нас земли мало. Мы должны хотя бы обеспечить процентов 50-70 овощами. В заключительной части рабочей поездки глава республики сам принял участие в сборе урожая на комбайне в угодьях ГУПа Карабулакская. В Ингушетии планируется собрать в нынешнем году рекордное количество урожая зерновых. По предварительному прогнозу в регионе рассчитывают получить 90 тысяч тонн зерновых. Идрис Ижиев, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров. Новости 24.